Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кови в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию встретился в Москве с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Стороны обсудили текущую ситуацию по новой коронавирусной инфекции в двух странах, а также дальнейшие совместные шаги, направленные на скорейшее снятие существующих ограничений. Глава внешнеполитического ведомства Абхазии по телефону рассказал нам, о чем именно шла речь и какие достигнуты договоренности. На встрече обсуждали вопросы, связанные с перспективой ближайшего открытия границы по реке Псол. Естественно, мы говорили о той ситуации, которая сегодня складывается на территории Республики Абхазия. Я рассказал Анне Юрьевне о том, что сегодня эпидобстановка в Абхазии стабильная, что у нас нет заболевших. И, соответственно, мы готовы к тому, чтобы открыть границу для туристов из Российской Федерации и вообще для посещения Абхазии. Соответственно, был задан вопрос о том, какие предпринимаются меры для нераспространения коронавирусной инфекции в Абхазии. Обо всем этом я тоже рассказал, какие были меры предприняты, и говорили о возможности того, чтобы предпринять все необходимые меры в случае открытия в ближайшее время государственной границы, чтобы данная инфекция не распространялась на территории Абхазии. Поэтому было принято совместное решение о том, что в ближайшее время будет направлена группа специалистов Роспотребнадзора в Абхазию для проведения совместного мониторинга эпидобстановки в Абхазии и выработки совместных решений для того, как обеспечить полную безопасность непроникновения этого заболевания в Республику Абхазия в случае ближайшего открытия государственной границы. С 13 июля на восточной границе Абхазии возобновлена работа КПП «Ингур». Действует гуманитарный коридор. Граждане Абхазии, которые находились в Грузии по разным причинам, теперь могут вернуться домой. Как осуществляется их пропуск и сколько человек воспользовались этой возможностью, расскажет Алик Атрапш. В Абхазию по гуманитарному коридору продолжают возвращаться граждане республики, которые временно находились на территории Грузии на лечении или же у своих родственников. Все прибывающие из Грузии должны обязательно пройти медико-санитарный контроль прямо на границе. Врачи Галской ЦРБ и санитарно-эпидемиологическая служба осматривают всех граждан, пересекающих государственную границу, измеряют температуру тела, делают забор биоматериалов на наличие COVID-19. По словам медиков, с момента карантина ни у одного человека, прибывшего из Грузии, не был обнаружен коронавирус. Мы с окончания нашей работы все тесты отправляем в Сухум. Они как там успеют, дают нам ответ. Но пока отрицательных все, положительных не было. Из-за пандемии коронавируса государственная граница по реке Ингур была закрыта с 14 марта. Многие граждане Абхазии, в частности жители Галского района, выехавшие в Грузию на лечение по другим вопросам, не успели вернуться к себе домой. Именно поэтому решением правительства Абхазии был организован гуманитарный коридор на КПП «Ингур». 80 лет меня и прохожу курсы, проверяю, как положение. Домой и обратно дома надо. Ухаживать, цитрус и виноград. Родственникам ездил, а потом остался там. Как закрыли, так и находился, а сейчас первый раз я возвращаюсь. Люди, пересекающие границу, говорят, что в Грузии по-прежнему остается немало наших граждан. Грузинская сторона неохотно пропускает их. Да сейчас пропустили, так не пропускают они никогда. То есть 2 раза я подходил к ним, а они не пропустили. А причина почему не пропускают? Не знаю, что закрыта там абхазская сторона, поэтому они причину на себя не берут никогда. Абхазия открывает гуманитарный коридор на КПП «Ингур» уже в 3-й раз. За сутки около 200 человек пересекают госграницу. К моменту нашей съемки количество пересекших КПП «Ингур» не превышало 70 человек. Здесь же на месте сотрудники МВД фиксируют данные прибывающих, так как все они должны находиться на самоизоляции. Стоит отметить, что с начала карантина восточная граница Абхазии полностью закрыта, и привычное передвижение граждан здесь приостановлено, за исключением отдельных категорий. Государственная граница закрыта, переход граждан не осуществляется, никаких передвижений грузов и там подобные вещи. Передвигаются ингургайцы. Может быть, их груз. Мы пропускаем граждан, которые нуждаются в лечении на сопредельную территорию. В отсутствии справки с Министерства здравоохранения Республики Абхазия, пропуска службы государственной безопасности, полученной сводкой, мы их пропускаем. Гуманитарный коридор на КПП «Ингур» будет открыт до 17 июля с 9:00 до 15:00. Алик Атрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 140 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Всего с начала противоэпидемиологических мероприятий в Абхазии протестировано 2442 пациента по ПЦР-диагностике и 231 на определение антител. В МИД России с озабоченностью отметили участившиеся в последнее время инциденты с незаконным пересечением российской, абхазской и юго-осетинской границ со стороны Грузии. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. Призываем грузинские власти положить конец провокационным действиям и заявлениям, использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и Южной Осетией, включая региональные механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты, женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и неформальный переговорный канал Карасина-Башидзе для решения существующих проблем во взаимовыгодном конструктивном ключе, говорится в частности в комментарии Департамента информации и печати МИД России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что несмотря на достаточно серьезный, подчас провокационный характер подобных нарушений и настрой российской стороны решать такого рода вопросы максимально не политизированно и гибко, в Тбилиси в очередной раз пытаются устраивать из этого политический спектакль, перекладывая ответственность на других. В МИД России уверены, что пограничные нарушения со стороны Грузии подтверждают важность скорейшего начала переговоров в Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом по делимитации и демаркации границы, а также по совместному юридически обязывающему заявлению о неприменении силы. На очередном заседании ЦИК было принято решение назначить новые выборы по Бзыбскому избирательному округу номер 10, где оба кандидата Тимур Бея и Тамази Лейба не набрали нужного количества голосов на 13 сентября. 12 июля в Абхазии прошли повторные выборы депутатов парламента Абхазии по 4 освободившимся мандатам. В Гудаутском избирательном округе номер 18 депутатом избран Алхаз Хакба, в Отхарском избирательном округе номер 14 Алмасхан Барцец, по Кындахскому избирательному округу номер 31 прошел Гарри Кокая. Подписаны распоряжения Кабинета министров Абхазии по кадровым вопросам. Главным редактором газеты «Апсны» назначена Энвер Ажиба, директором государственного информагентства «Апсна-пресс» Манана Гургулия, директором Абхазского государственного издательства назначен Даур Начкебе, заместителем председателя Госкомитета по экологии Мурман Соломка и Тимур Дзыба. Заместителем председателя Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию назначены Мирон Кварасхелия, Дмитрий Осия и Роланд Ратя. Также распоряжением Кабинета министров заместителями министра сельского хозяйства назначены Дмитрий Хагуш и Артуш Сарибикян. Заместителями начальника госуправления по землепользованию и кадастру Геннадий Джопуа и Зураб Отрба. Распоряжением Кабинета министров Дмитрий Гварами освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя министра просвещения и языковой политики. 16 июля в Сухумском городском суде прошло очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении Капова Артура Зурабовича, которому прокуратура Абхазии предъявила обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, а также применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Рассмотрение уголовного дела проходит под председательством судьи Сухумского городского суда Стамура Тванба. Дело получило широкий общественный резонанс. Согласно его материалам, 23 сентября гражданин Артур Капов, на тот момент разыскиваемый в России, был обнаружен сотрудниками ОВД в Сухуме. Во время задержания произошла перестрелка, в результате которой Капов получил сквозное огнестрельное ранение и был госпитализирован в республиканскую больницу. В предъявленном обвинении Капов свою вину признал частично. В части совершения им насилия против сотрудников ОВД своей вины не признает. Разбирательство будет продолжено 21 июля. Мы будем наблюдать за судебным процессом. А сейчас в нашем выпуске время оперативной сводки Министерства внутренних дел. Совместные оперативно-розыскные мероприятия силами сотрудников Управления уголовного розыска, СОБР МВД, ОУРГалского РОВД и подразделений СГБ Республики Абхазия с целью профилактики правонарушений и преступлений, выявления и задержания криминально ориентированных лиц проведены в Галском районе. Были установлены и задержаны лица,
которые представляют оперативный интерес. В некоторых из их жилищ при обследовании жилищ были обнаружены гранаты, в частности, наркотики, были обнаружены боеприпасы. Согласно этим результатам, в отношении лиц, у которых были обнаружены запрещенные в гражданском обороте вещи, в отношении них возбуждены уголовные дела, материалы направлены в следствие. Это непосредственно лица, которые находятся под конкретным влиянием воров в законе, которые находятся на той территории. Это два вора в законе, одного из них фамилия Лиманджава, другой Мипория. Так называемые смотрящие в регионах, в районах, в селах, которые по их иерархии отвечают за определенные направления. На 30 суток водворен в изолятор временного содержания за незаконное потребление наркотических веществ Акубардия Георгий Валерьевич, 87-го года рождения, житель города Гал. У гражданина Акубардия, так называемого смотрящего, эксперты наркодиспансера установили факт потребления метадона, морфина и марихуаны. Другой представитель местного криминального сообщества отбывает 15 суток ареста в нарушении статьи 45 КоАП Республики Абхазия. Незаконное потребление нарковеществ, а равно отказ от медицинского освидетельствования. Гогохе Дмитрий Звядович, 2001 года рождения, житель села Хятска Галского района. Кем являешься в преступном мире? Смотрящим. Житель села Хашта Галского района Бакучава Онисе Толикович, 81 года рождения, подвергнут административному аресту сроком на 15 суток за незаконное потребление наркотического вещества. Последний пребывал в состоянии наркотического опьянения веществом марихуана. Штрафом по инвалидности в 6 тысяч рублей за аналогичное правонарушение Галским районным судом наказан Лиманджава Мурман Валикоевич, 56-го года рождения, житель города Гал. В преступном мире какую иерархию занимаете? Вором в законе являетесь? Да. Еще один так называемый криминальный авторитет административно осужден на 10 суток ареста по части 2 статьи 173 КоАП Республики Абхазия. Мипория Гия Гивевич, 60-го года рождения, житель села Бачара Галского района. Кем являетесь в преступном мире? Обыкновенный гражданин. Вором в законе являетесь? Обыкновенный гражданин. Не отвечаю на провокационные вопросы. В установленном порядке гражданин Мипория сдал анализы на предмет установления потребления нарковеществ согласно акта «Трезв». Задержанный в ходе оперативных мероприятий Шария Георгий Ардашелович, 78-го года рождения, житель города Гал, за незаконное потребление наркотических веществ метадон, морфин и марихуана пока отбывает 30 суток административного ареста. В ходе обследования жилища, принадлежащего гражданину Шария, сотрудниками правоохранительных органов обнаружено и изъято наркотическое вещество марихуана. Гражданину вменяется незаконное хранение наркотического вещества в крупном размере. Проводится расследование. В отношении жителя города Гал Какубава Ираклия Джамбуловича, 82 года рождения, возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотического вещества в крупном размере и боеприпасов. В жилище гражданина Какубава обнаружено и изъято хранимое в кухонной утвари наркотическое вещество марихуана. При этом у задержанного экспертиза установила факт потребления аналогичного вещества. При обследовании хозпомещения жилища изъята боевая граната с запалом, являющаяся боевой и к производству взрыва пригодным. Ираклий Какубава задержан и пока отбывает 15 суток административного ареста. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Задержанный житель села Хашта Изурия Мамука Ривазович, 70-го года рождения, также пока отбывает 15 суток административного ареста за незаконное потребление нарковещества. Гражданин пребывал в состоянии одурманивания опиоидами.
В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий в отношении Мамуки и Зория в спальной комнате по месту проживания последнего обнаружены и изъяты автоматные патроны, технически исправны и к производству выстрелов пригодны. 15 июля в отношении Изория по факту незаконного хранения боеприпасов возбуждено уголовное дело, и по истечению административного ареста будет избрана мера пресечения. Такого рода мероприятия будут проводиться по всей территории Республики Абхазия. Такие лица нами устанавливаются, списки, к сожалению, пополняются. К этому привлекаются криминалом более молодые наши сограждане. Такие мероприятия, опять же, повторяюсь, будут проводиться по всей территории Абхазии. До 10 декабря текущего года продлен международный конкурс на лучший проект памятника и благоустройства площади имени Сергея Багапши в городе Сухум и на лучший проект памятника второму президенту в Очамчире перед зданием администрации района. Об условиях проведения конкурса в интервью абхазскому телевидению рассказал министр культуры Гудиса Агарба. Подробную информацию об условиях конкурса и положении конкурса все желающие могут ознакомиться на сайте Министерства культуры. Там указаны условия проведения конкурса, прием заявок, какие должны быть критерии отбора. Также указано вознаграждение по результатам отбора лучшего проекта памятника. То есть вся подробная информация, она указана на сайте Министерства культуры. И таким образом, еще раз хотел бы сказать, что сроки конкурса они определены 10 декабря 2020 года. В Абхазской государственной филармонии после отмены ограничительных мер из-за пандемии коронавируса состоялся первый концерт Наны Черкезия и Алхаса Ферспа. Любителям классической музыки были представлены русские романсы, арии из произведений европейских и российских композиторов. Партию фортепиано исполнила Астанда Джикерба. Репортаж Сари Кварцхелия. После долгого простоя свои двери распахнула и Абхазская государственная филармония. Первый концерт, который все с нетерпением ждали, открылся оперой «Ринальдо», произведением знаменитого на весь мир немецкого композитора Генделя. Сюрприз вечера – дуэт Наны и Алхаса. Зрителям было представлено целое театрализованное представление. Одну из прекраснейших жемчужин оперного искусства, арию из «Свадьбы Фигаро», публика встретила восторженными овациями. Неожиданно для всех небольшой отрывок из произведения прозвучал и на абхазском языке. Программа концерта была разнообразна. Артисты исполнили не только арии из произведений европейских и зарубежных композиторов, но и русские романсы. Низкий тон Наны Черкезия плавно переходил в высокое сопрано, что заставляло зрителя вздрогнуть. А в одном из номеров певица спустилась со сцены и неожиданно для всех пригласила на танец министра культуры Гудису Агарба. Увиденное и услышанное на сцене Государственной филармонии зрители оценили по достоинству. Сложнейшие партии мировых оперных шедевров никого не оставили равнодушными. Я просто отдыхала. Спасибо артистам. Это большой праздник для народа. Надеемся, что это продолжение было. Сегодня мы слышали на разных языках. Немецкий, английский, русский. Это все уникально. Певцы высокого профессионального уровня, которые мы можем представить на любой другой площадке за границами нашего государства. Вот, ну, что и бывало много раз. А сами артисты признались, что очень скучали по сцене и зрителям. Выход сегодня на сцену для нас был с Алхасом и с Астандой очень волнительный, как в первый раз, потому что очень долгая пауза же была в связи с этими событиями, поэтому и такое счастье было увидеть, что зал почти весь был полный. Это вдвойне вообще нас обрадовало, и все знакомые лица, и незнакомые, и любители нашего творчества и классической музыки. То есть счастье, что возрождается все это вновь, и мы не зря все это проделали.
Напомним, что филармония была закрыта с конца марта, в период, когда были введены карантинные меры из-за пандемии коронавируса. 3 концерта не состоялись. Но этот вечер – пример того, что культурная жизнь столицы возвращается в свое привычное русло. А солисты Госфилармонии обещают удивлять своих зрителей новыми и не менее интересными выступлениями. Сария Кварацхеля, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Во второй половине дня, ближе к вечеру, местами возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью 18-23, днем 25-30 градусов. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.